В минувшую пятницу во всем мире отмечался Международный день инвалидов. Этот праздник посвящен людям со слабым здоровьем, но с сильным духом и активной жизненной позицией. В Сосногорске 3 декабря состоялся концерт, который получил название «Свет добра» и прошел на сцене Дома культуры «Горизонт». Какую цель мы преследуем? Что должен понять зритель сегодня? Вера, надежда, жизнелюбие, дружба и любовь – это огромная движущая сила, которая позволяет идти нам вперед и добиваться очень больших успехов. Особенно это очень важно для тех людей с ограниченными возможностями, для которых мы сегодня посвящаем наш концерт. Обращаясь к гостям «Горизонта», глава городского поселения Сосногорск Андрей Зверев отметил, что ограниченные возможности здоровья не могут повлиять на неограниченные возможности человеческой души и сердца. Именно они позволяют занимать активную жизненную позицию и преуспевать в различных видах общественной деятельности. Сегодня многие из вас помогают другим, активно занимаются волонтерством. Нельзя не отметить в этот день и людей, которые оказывают помощь людям с ограниченной возможностью. Те, кто занимается социальной реабилитацией и адаптацией людей с ограниченными возможностями. Разрешите пожелать вам крепкого здоровья, успехов, счастья, душевного тепла, мира и спокойствия. В этот день со сцены прозвучало немало песен, посвященных людям с ограниченными возможностями здоровья. Объединила творческие номера мысль о том, что любые невзгоды можно преодолеть при помощи силы человеческого духа. Она символизирует то, что в нашей жизни бывают ситуации, которые, кажется, ничего не сделаешь. Но серые будни улетучиваются, выглядывает солнышко, и все становится хорошо, и все наладится, и это здорово. И чтобы у всех сегодня и всегда было хорошее настроение, и никогда не было упадка. По-любому все в жизни наладится, не уляжется, как утром дуется. Даже если иначе вам кажется, все пройдет, все образуется. Международный день инвалидов – это не просто очередная красная дата в календаре. В первую очередь, это напоминание о том, что многие жители планеты нуждаются в постоянной поддержке. Но в то же время они все равно остаются полноценными членами общества. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Прямая линия по вопросам ЖКХ всегда востребована жителями района. Вот и в этот раз звонки на телефон прямой линии, организованной Сосногорской службой общественной приемной главы Республики Коми, начались заранее. В этот раз самыми активными были жители Войвожа. У них накопилось много вопросов, решить которые, как оказалось, возможно на месте. Нужно только официально обратиться в управляющую компанию. Или, если таковой нет, то к руководителю администрации поселка. Так одна из жительниц Войвожа пожаловалась на холод в квартире. Квартира на 5-м этаже, чердак не утеплен. Ольга Петровна, здравствуйте. Спасибо за ваш вопрос. Скажите, пожалуйста, ваш дом под управлением? Просто я сейчас... Да, под управлением в эконом. Вы писали письменное обращение в эконом? Мы не писали еще, нет. Вот, первое, конечно, необходимо обратиться в свою управляющую компанию, написав... А это у нас, как считается, обслуживающая. Подрядчик у нас идет. Напишите все равно письменное обращение, пусть он вам предоставит письменный ответ с разъяснениями, включено ли данное мероприятие в ваш договор обслуживания. Если в договоре строки утепления чердака нет, то жильцам придется утепляться за свой счет. Звонившие на прямую линию интересовались в том числе, чем отличается текущее содержание жилья от капитального ремонта. В первую очередь тем, что капитальным ремонтом занимается региональный оператор, пояснила начальник управления ЖКХ. Там работы капитальные. Что же касается текущего ремонта, он должен быть прописан в договорах с управляющими компаниями. Спрашивали и по очистке улиц от снега. Виктория Гоголева пояснила, что при снегопадах люди работают с 5 утра. Сначала чистятся подъезды к городу, затем главные дорожные артерии, и только потом уже второстепенные дороги и тротуары. На эти работы тоже нужно время. Тем не менее, специалисты управления постоянно мониторят ситуацию. Андрей Калиничев, Наталья Максимова, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск.
В Международный день инвалидов в Сосногорске состоялась традиционная спартакиада среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования прошли в физкультурно-оздоровительном комплексе. Спорт и физическая культура вообще приобщает людей к здоровому образу жизни, тем более в нашей ситуации, в условиях пандемии, это наиболее актуально, поэтому всех приглашаем к занятиям физической культурой. Спартакиада проходила по нескольким видам спорта – дартсу, боче, настольному теннису и шашкам. Также участники соревнований разделились на две команды и приняли участие в веселых стартах. Спорт для нас это все, не только для меня. Я еще являюсь старостой группы. Группа называется наша группа здоровья. В нашей группе очень много участников. У нас и инвалиды, и просто пенсионеры. Молодежь к нам любит ходить. Ну а спорт для нас все. Спорт для нас это жизнь, здоровье, счастье, наверное. Мы здесь очень много у нас новых друзей приобретаем, знакомимся, чем-то делимся положительным. Так что спорт – это жизнь. Мы, конечно, призываем всех, чтобы участвовать в спорте, здоровый образ жизни вести, поскольку для людей с ограниченными возможностями здоровья это и так, конечно, тяжело, да. Но тем не менее, посмотрите, сегодня они здесь оставили все и пришли сюда для того, чтобы вместе в дружной команде отметить этот свой день. Все участники соревнований были награждены грамотами, медалями и сладкими призами. Затем физкультурно-оздоровительный комплекс был предоставлен юным горожанам, воспитанникам Сосногорской коррекционной школы-интерната. Андрей Калиничев, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Хочу обратить внимание, что в отличие от прошлого года, к вот этому более тяжелому виду ковида присоединился и грипп. В прошлом году гриппа не было вообще, он не регистрировался. В этом году идет грипп более тяжелый, он уже фактически подтвержденный, то есть анализы и у нас в районе есть. И там, где сочетание гриппа с ковидом, там очень тяжело переносят больные. И стоит еще напомнить о том, что, учитывая, как я сказала, это более тяжелые больные, у нас в республике уже увеличено количество реанимационных коек. Помимо того, что ковидные койки открыты, увеличено уже с осени этого года реанимационные койки, потому что в основном попадают именно на реанимационные койки. И очень тяжелое течение, и оно не 2-3 дня, как раньше, а там до недели и больше лежат в реанимации. И не забывайте, что по России большая проблема с кислородом. Это говорит о том, что в любом случае мы должны задуматься о себе и о своих близких. Что, если ваша скорая, которая сейчас загружена выше крыши, не успеет приехать вовремя, вы не успеете или не получите койку реанимационную, или вам не хватит кислорода? Вот стоит ли доводить до такой вот ситуации? Гораздо проще прийти и сделать прививку. Прививки от гриппа тоже поступили. Если раньше говорили, что прививки надо, между прививками должен быть месяц, то сейчас ждать этого не надо, можно сделать одномоментно. И с прививкой от ковида они сочетаются, и поверьте, мы уже это месяц как работаем с этим, никаких осложнений не наблюдается. Та температурная реакция, которая бывает у некоторых после любой прививки, это вполне объективная реакция организма на то, что он борется с этим заболеванием.